Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится нежданно и негаданно для вас? Что это будут за события, ситуации, все просмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком короткий срок. Ну и, конечно, слишком длинный не загадывайте. Настраивайтесь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Мои хорошие, здесь вас вообще показали как голубка. Смотрите, видите, такая прекрасная, шикарная, красивая голубка. Вас высшие силы очень любят. Очень любят. И вы в загаданный срок не раз это поймете, не раз почувствуете, что высшие силы на вашей стороне, что они за вас, что они вас любят, что они вас поддерживают и что они вам, конечно же, помогают. Не раз почувствуете, и даже не два. Да? Будет такое стойкое ощущение, что высшие силы на моей стороне, высшие силы за мной, да? За мной помогают, подсказывают, поддерживают, выручают. Да, вот это будет 100%. Так, ну давайте вернемся к корню рисунка. В корне рисунка у меня здесь человек сквозь шторм пробирается на очень маленькой лодочке. Ну, штормом обычно показывают всякие неприятности в жизни. Неприятности, волнения, переживания, острые ситуации, там, ссоры, споры. Ну, в общем, негативщину показывают, да. Понятно, что у каждого по-своему отыграется, но вот сам момент – шторм, опасность, негативные моменты. Вы на очень маленькой лодочке в этот шторм, прям в самый шторм пробираетесь к своей цели, и вы ее достигаете. Мои хорошие, на самом деле это хорошо, что у вас лодочка маленькая. Маленькая. Ее не видно, она менее заметная, она более легкая, да? То есть другим, более таким маститым, большим кораблям не удастся пройти, проплыть, а у вас все получится. Вопреки вашим ожиданиям, вопреки каким-то чьим-то прогнозам, именно у вас получится. Главное, ничего не бойтесь, главное, идите к своей цели и не смотрите вы ни назад, ни по сторонам, ни на кого не обращайте внимания. Вот то, что считаете нужным, то и делайте. Ваша путеводная звезда через эти волны, через этот шторм вас обязательно приведет к вашей цели. Вы вообще удачливый человек, везучий человек. Но когда вы об этом не думаете, либо когда вы не пытаетесь взять поддержку зала, да, друга, как в этих передачах, вот то, что считаете нужным, то и делайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему «я», прислушивайтесь к своей интуиции. Поверьте, она вас никогда не подводила и никогда не подведет. Вам это по судьбе – пробраться через эти волны, да, проплыть через эти волны и добраться до своей цели. Другие утонут, а вы выплывете. Мало того, что выплывете, еще и доплывете. Очень классный знак. Так, следующий момент. Человек на букву «Л». Мужчина, женщина, к сожалению, не скажу, но этот человек вас очень сильно удивит. Так вас уже давно никто не удивлял. У кого-то отыграется, что в принципе в жизни вас так никто не удивлял. Человек вышел с правой стороны, но человек такой, знаете, в шатающейся позиции. Я так понимаю, что человек не отличался стойкостью моральной либо жизненной. Да, у каждого по-своему отыграется. Может быть, вел себя не очень прилично, адекватно. Может быть, знаете, как в ваших глазах опустился ниже плинтуса. Человек вас может удивить. Что-то такое сделает, либо какой-то поступок, либо конкретное действие, которое вас, конечно, заставит опешить. Скажете, надо же, кто бы мог подумать, да? Пропащая душа, а вот выстрелил в прямом смысле слова. Опять же, либо женщина, либо мужчина. Так, следующий момент. Здесь у меня парочка, но она не совсем парочка. Два человека друг к другу просто прилипли,
в танце, они прилипли, но при этом и у мужчины кто-то там сзади сидит, и у женщины. Мои хорошие, очень похожи на четырехугольник либо треугольник. Да, классический треугольник либо четырехугольник. Вопреки тому, что люди не свободны, тому, что у людей есть обязательства, да, люди сойдутся именно в любви, в страсти, в очень ярких, теплых и прекрасных эмоциях. Да, то есть это начало любовного романа. Сейчас кто-то скажет: фу, как же так, там любовники, любовницы, это же отвратительно. Слушайте, эти чувства вам даются свыше, поэтому ничего отвратительного в этом нет. Значит, так нужно, так положено, либо это важно именно в этот период жизни пережить такой любовный роман, страсть, эмоции, вот весь этот прилив позитивчика в вашей жизни. Вот как хотите, особенно кто в паре, в браке, либо действительно будет классический треугольник. Не хочу вдаваться в подробности, я просто вижу, что вы будете счастливы, и вам это очень нужно, и вам, и вашему партнеру. Это не просто так, это распоряжение свыше, поэтому надо принимать как есть. Да, в принципе, я не думаю, что вы сможете отказаться, потому что эмоции просто захлестнут людей. Так, следующий момент связан с каким-то накоплением, сбережением, с денежкой. То есть у меня здесь человечек такой худенький, как хомячок. Смотрите, тут запасы делает, тут зернышки у человека, он их все собирает, накапливает. Сдается мне, что это какой-то очень жадненький человек, у которого, знаете, зимой снега не выпросишь. Человек такой шкуродерный. Возможно, это кто-то из ваших родственников, возможно, это ваш начальник, начальница, да, банкир в конце концов, да, очень жадный человек. Смотрите, от этого человека вам перепадет сначала одно зернышко, потом два зернышка. То есть человек вам будет либо деньги давать, да, одну сумму, потом еще две суммы, либо человек будет платить. Да, платить, давать, ну у кого как отыграется. Если ваш работодатель, то будет платить. Если это банк, то будет давать. Либо какой-то родственник. Смотрите, несмотря на то, что жадный, все равно будет давать. И для вас каждый раз это будет шок. Скажете, что правда, мне даете, правда? Не может быть, ущипните меня, я не верю, это мираж. Да, будете получать одна сумма, одно зернышко, потом еще два зернышка. Так что берите мешочек побольше, да, готовьтесь, будете получать от скряги, от жадины будете получать. Так, кстати, девочки, у кого тут злостные алименщики, тоже отыграется, да, что ваш злостный алименщик сначала одну сумму заплатит, потом еще две заплатит. Поэтому денежка будет, денежка придет, все будет хорошо. Да, придет оттуда, откуда не ждете, но она придет. Так, дальше у меня здесь вышла женщина с палкой. Женщина с палкой, и в голове у нее паутина. То есть она такая, знаете, а-ля паучиха, которая все время там интриги, сплетни, гадости, пакости, мерзопакости, да, вот таким занимается, промышляет. Это у нее такой лайфстайл, да, образ жизни. Вот она так привыкла, она так живет и в этом видит свое счастье. Я не могу сказать, каким образом она вхожа в вашу жизнь, кем она вам приходится, но вижу, что вы от нее страдаете. И страдали, и страдаете в сегодняшнем дне. То есть, скорее всего, интриги она плетет против вас, скорее всего, все тумаки именно на вашу голову сыпятся, именно от нее. Может быть, она против вас настраивает других людей. Может быть, в семье против вас мужа настраивает, да, либо детей ваших против вас настраивает. Ну, в общем, кем бы она там ни была, смотрите, у нее одна дорога. И путь ее заканчивается в каком-то лечебном учреждении. То есть, скорее всего, уедет она в больничку, причем уедет надолго, либо в какой-то пансионат, да, где будет проходить бесконечно долгое лечение. То есть каким-то медицинским образом, да, либо по медицинской причине эта женщина из вашей жизни выходит. Да, мягенько, так не спеша, но выходит. Ее присутствие в вашей жизни будет гораздо меньше. Вы прям почувствуете, что ой, аж дышать легче стало. Да? Вот как хорошо, на душе спокойно. Вот сижу и не дергаюсь. И не переживаю, что что-то сейчас произойдет, да, и посыпятся камни на мою голову. Ну, мне почему-то кажется, что это медицина, что это больница, либо пансионат, либо она куда-то поедет, где ей могут оказывать медицинские услуги. Может быть, какая-то хроническая болезнь, может быть, какая-то там старческая, либо вновь обнаруженная болезнь. Но
В общем, будет заниматься над собой, своим здоровьем. И уже сети вот эти свои паутинные будут плести в другом месте к другим людям. Вот, ну, у вас тут чистая дорога выходит. Так, нежданно-негаданно. Предложение вы получите. Предложение не могу, правда, сказать, чего касается. У кого-то касается работы, у кого-то касается отношений, у кого-то еще чего-то касается. Да? Но вот предложение, которого вы вовсе не ждете. Даже не надеетесь, не ждете, не думаете. В голове нет такой информации, что вам могут такое предлагать. Даже не мечтаете об этом. Да. Может быть, даже никогда не слышали, что такое в жизни бывает. Вот из такой серии идет вам предложение. Конечно, для вас это будет странно. Конечно, будет очень много вопросов, ведь вы такой человек нелегковерный. Вообще-то вы не любите так наобум поступать. Да? Вам нужно все взвесить, все продумать, просчитать, да? Разузнать. Ну, в общем, будет чем заняться. Вы как-то с головой идете в это предложение, в эту тему, долго будете думать. Потом все-таки, я так понимаю, решитесь и смотрите, что у нас по итогу. Вы просто на ковре-самолете отправляетесь в полет, причем в какую-то неизведанную, новую для вас сторону. Я так понимаю, что вы будете принимать, а как примете, поймете, что это что-то прям сказочное. Да? Вот я как в сказке. Вот так мне хорошо, чувствую себя на ковре-самолете. Вот птица вольная, куда хочу, туда лечу. Просто шикарно. А у кого-то, кстати, в прямом смысле отыграется, что следствием этого предложения станет полет. Да? Вы сядете на самолет и куда-то полетите далеко. Далеко, и вам будет приятно, потому что летите вы в какую-то новую жизнь, в новую интересную жизнь. Да? Что-то вот прям новенькое на горизонте у вас. То, чего раньше никогда в жизни не было. Девочки, ну, мужчины, у каждого по-своему отыграется. Да? Кто-то полетит в тропическую страну на отдых в первый раз в жизни, а кто-то полетит к жениху либо к невесте куда-нибудь на другой край света, а кто-то на работу устроится на другой континент, а кто-то в принципе решит жизнь поменять, возьмет да и переедет. Да? Понимаете, у каждого по-своему отыграется. Но сам факт, что вы летите в неизвестную вам сторону на ковре-самолете, то есть, ну, шикарно. Ковер-самолет, я вам скажу, это еще тот знак. Прекрасно, просто прекрасно. Вот позади какие-то муки, страдания оставляете и летите вот как наравне с птицами во что-то новое, счастливое, светлое. Ну, я так понимаю, будущее, да? Так, следующий момент. Что нежданно-негаданно произойдет? Кто у меня дома постоянно сидит? Вот человек сидит постоянно дома, никуда особо не ходит. Да? А из движения это так, от дивана до кухни, либо до уборной дойти. У вас тут резко повышается уровень физической активности. Опять же, вы все разные. Кто-то сам займется спортом, а кому-то прям придется куда-то ходить. Прям ежедневно. И причем не один раз, да, упорно будете куда-то ходить. Знаете, вам полегче станет. У вас вот застои уйдут. У вас и сон нормализуется, и аппетит наладится. И меньше каких-то болевых ощущений будет, и вы повеселеете, а кто-то прям даже расцветет. Да? Появится физическая активность, появится движение в вашей жизни, и все процессы как перезапустятся. И внутри организма, и в принципе во внешней среде вы по-другому себя начнете чувствовать. Вам движение несет благо. Не могу сказать, что только исцеление, нет, это благо, это общее благо. Куда-то вы начнете ходить. Прям, да. Кто-то на работу устроиться будет ходить, да, а кто-то устроится, либо запишется на какие-нибудь там спорты, активность. Может быть, как, будете помогать, например, с детьми, там, водить, отводить, там, школа, кружки. Ну, у каждого по-своему, мои хорошие. Поэтому знаете, что движения будет много. Сначала, конечно, будете уставать, а потом, как войдете в раж, так вас уже будет не остановить. Главное, что вы будете чувствовать эффект. Результат будет прям виден. Кожа, да, цвет кожи станет лучше. Вам вообще жизнь вообще такая интересная покажется. Да. Хорошие изменения будут происходить. Так, следующий момент. Следующий момент нежданно-негаданно связан с мужчиной. Мужчина, ваш мужчина, либо ваш сын, либо муж, либо, ну, может быть, брат, не знаю, близкий родственник. У мужчины то ли работа, то ли дело в руках. И прям спорится, понимаете, спорится. Ему на удивление, вам на радость. Ну, вы тут уже не удивляетесь, потому что, в принципе, да, что мужчина начал работать, взялся за голову, это уже
максимум, да, который вы могли выдержать, а тут еще и получается, а тут еще его и хвалят, а тут еще и деньги он приносит, да, он там на хорошем счету, какие-то премии ему еще начинают выплачивать. Ну, тут вы так руки разводите, говорите, вот, чудо, это чудо, чудное, диво дивное. Мужчина удивит. Девочки, кто считал, что там муж либо сын пропащий? Ой, ой, как пожалеете вы о своих мыслях, да, придется назад все брать. Да, еще так удивит. Смотрите, он вас тут подарками начнет засыпать, да, вот все начнет покупать. Сначала меньше, потом больше. Там, для жизни, для быта, а потом уже так для блеснуть, да, и там и украшения может дарить, и какие-то хорошие вещи, достойные, там, типа автомобиля. Ну, это уже, конечно, дальше будет, не в загаданный срок, попозже, да, но тем не менее будет, обязательно будет. Здесь мужчина будет рвать и метать. Слушайте, прям как это, мультик был про эту антилопу с золотыми копытцами, вот там, где она этими копытцами, значит, подсокает, да, золото сыпется. Вот тут ваш муж, как это, золотая антилопа, либо сын. Слушайте, тьфу, дай Боже, да поскорее. Так, следующий момент. Момент именно связан с каким-то видным, важным человеком. Человек за трибуной выступает. Смотрите, у кого-то отыграется, что это вы, а у кого-то отыграется, что другой человек. Вообще мне сдается, что здесь есть зрители, мужчины, женщины, которые будут делать какую-то карьеру в виде, не знаю, политической карьеры. Да? Вы за трибуной выступаете. Либо политическая, либо что-то типа коучинг, наверное, да? Коуч, наставник, тренер. Вас куда-то будут приглашать, либо вы сами будете организовывать такое мероприятие, где вы будете к людям обращаться с трибуны. То есть вас будет слушать большое количество людей, вы будете им доносить свои мысли, либо делиться своими знаниями. То есть за трибуной у меня человек стоит. За трибуной. Ну, мои хорошие, все впереди, да, все самое лучшее впереди. Вы сейчас сидите и думаете, господи, куда я пойду? Я домохозяйка, да, я на пенсии уже, куда мне идти? А знаете, как жизнь повернет? И охнуть не успеете, а будете за трибуной вещать там на 1000 человек, и все вас будут слушать с открытыми ртами, да, либо депутатом станете. А почему нет? Жизнь она такая, знаете, умеет удивить на самом-то деле. Так, ну а для других отыграется, что это человек, который стоит за трибуной, и этот человек будет обращаться именно к вам. То есть вы как-то выделитесь для этого человека, либо этот человек будет выделять вас. И я так понимаю, что это какой-то важный человек, там политик, опять же, депутат, может быть, какой-нибудь там супер-пупер-гуру, да, и этот человек обратит на вас внимание. Здесь очень близкий контакт, у кого-то контакт любовного характера, а у кого-то контакт вот чисто дружеский, может быть, даже родственный, да, на уровне родственного, да, вот с этим человеком. Но это хорошее событие, очень хорошее событие, событие, которое может повлиять целиком и полностью на вашу жизнь. Вот такой судьбоносный момент, я бы даже сказала, контакты и общение с этим человеком, ну, особенно там любовь и отношения. Так, и еще, здесь какие-то шикарные условия выходят. Нежданно-негаданно, то ли вы нежданно-негаданно для себя начнете жить в шикарных условиях, то ли вы окажетесь в таких условиях. Я не могу конкретно сказать, что, потому что здесь показали рог изобилия, из которого просто фонтанируют блага, а вы сидите рядом так расслабленно, и из этого рога изобилия вот так вот себе, да, что хочется, вынимаете. Но, опять же, это жизнь, да, у каждого по-своему отыграется. Кто-то вот завтра пойдет, там, не знаю, миллионы, миллиарды выиграет в лотерею, а кто-то удачно выйдет замуж, а кто-то бизнес откроет, который будет очень успешный. Да, у каждого по-своему отыграется, мои хорошие. Но вижу, что вот он рог изобилия, он фонтанирует, то есть это не статическое состояние, да, постоянно там что-то происходит, что-то прирастает, наполняется, а вы туда просто одной правой берете и вынимаете, да. Легко вынимаете то, что вам нужно. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.